Какие у вас ожидания от сегодняшней встречи? Ведь много алармистских каких-то предположений, прогнозов от, значит, какой-то более глубокой интеграции в рамках союзного государства до ввода, усиления российского военного присутствия на территории Беларуси и до, это уже совсем какие-то панические предположения о присоединении Беларуси к России. Да, у нас есть опасения предполагать, что сегодня могут быть приняты ряд решений, которые существенным образом могут ограничить суверенитет и независимость и территориальную целостность Республики Беларусь. Подобные суждения вытекают из той риторики, о которой вы вспоминали, из уст нелегитимного президента Беларуси, из тех спецопераций, которые были проведены ФСБ и КГБ в последнее время. Иначе это назвать нельзя. Фактически это является информационным отвлечением от главной повестки дня, тех решений, которые могут быть сегодня приняты или подписаны, запротоколированы в Москве. В принципе, это не секрет для специалистов, если мы видим вброс по так называемому государственному перевороту, когда в последующем это озвучивает сам Лукашенко, идет информация из ФСБ, из КГБ, в последующем президент России с высокой трибуны подтверждает это. Это все для того, чтобы обосновать принятие каких-либо решений или отвлечь внимание от главного. По нашим сведениям, речь может идти, понятно, что я в определенной степени могу спекулировать, мы не читали эти документы, однако у нас есть большие опасения, что все последние переговоры между Лукашенко и Путиным никогда не имели публичный характер, никогда люди не информировались об их итогах, о сути и реальном содержании этих договоренностей. Так у нас есть предположение о том, что сегодня может быть поставлен вопрос о введении контингента вооруженных сил Российской Федерации на территории Беларуси, создание авиабазы ВКС Российской Федерации на территории Беларуси. Возможно, это город Барановичи. Также речь может идти, о чем, кстати, публиковалось и в средствах массовой информации со ссылкой на начальника Генштаба Министерства обороны Беларуси и командующего ВВС ПВО Беларуси, создание собственной системы противоракетной обороны российской на территории Беларуси. Каковой глубины эти будут решения, нам сложно предполагать. Мы также знаем о том, что в последнее время активно обсуждались дорожные карты, подтверждением чему является заявление посла Беларуси в России Владимира Семашко. Заметьте, я ссылаюсь на официальные заявления официальных лиц, а не на спекуляции, который заявил, что в апреле будут подписаны дорожные карты. У нас есть информация о том, что 90% или уже подписано, или уже согласовано. 31-я дорожная карта может касаться введения единой валюты. Все это рассматривается нами как нарушение действующих институций Республики Беларусь. Во-первых, это проводится негласно, это не обсуждается в белорусском обществе. Данные решения не могут приниматься кулуарно и за спиной тайно. Во-вторых, эти решения будут подписываться нелегитимным руководителем Беларуси, который не признан как белорусским народом, большинством белорусского общества, так и более 40 иностранными государствами. Скажите, Павел, а вот если сейчас не говорить о непризнании господина Лукашенко президентом, и если не говорить о том, как были проведены выборы в августе, ну, вот давайте представим, что есть всенародно признанный, всемирно признанный президенту Беларуси. По Конституции, по белорусскому законодательству, насколько своим декретом, а именно слово «декрет» использует господин Лукашенко, он может принимать решения о, например, усилении военного присутствия и размещении баз? Или там какая-то иная процедура должна быть? Ну, во-первых, подобное решение, насколько мне известно, как бывшему сотруднику договорно-правового управления МИД, принимается путем заключения международных соглашений межправительственного или межгосударственного характера. Поэтому декретом подобное решение принять нельзя. Соответственно, там может быть дан юридический посыл к тому, что подобные решения могут быть приняты. Подтверждением тому, что оно может быть принято, является и созыв на завтра заседания Совета Федерации Российской Федерации, на котором, как мы знаем, принимаются решения юридические о вводе российских войск на территории иностранных государств. Так что можно не исключать, что такое решение может быть. Но опять же, мы понимаем, что это стратегически очень важные решения для будущего Беларуси, для белорусского народа. И они должны приниматься только с согласия белорусского народа. Такие вопросы, как введение военных контингентов, пусть и, как мы на сегодняшний день называем, в рамках союзного государства, так называемого союзного государства, что де-факто
но не существует, но существует только на бумаге, то данные решения, конечно, должны приниматься с согласия белорусского общества. Это необходимо выносить и на референдум, по крайней мере, делать достаточно широкое общественное обсуждение. Мы знаем, что общество не видит сейчас в этом потребности, поэтому обоснованием является так называемый спланированный государственный переворот, что якобы защитить от внешнего врага, от внешних угроз Беларуси. Вопрос стоит в том, как мы можем на это реагировать. Вот это главная проблема на сегодня. Сейчас мы к этому вопросу перейдем. Сперва вопрос про реакцию белорусского общества. Из чего вы делаете вывод, что белорусское общество подобные действия не приветствует? Мы знаем, что большинство белорусов сегодня озабочены правозащитной тематикой, массовым нарушением прав человека, когда десятки тысяч, сотни тысяч, а фактически миллион граждан Беларуси уже потерпели от массовых репрессий в результате действий нелегитимного режима. С точки зрения внешнеполитических приоритетов, только несколько процентов, это 3-5% выступают за реальное слияние двух государств. Большинство же белорусов, более 40% и около 40% с другой стороны, выступает за союз двух независимых государств Беларуси и России, за более глубокие отношения независимой Беларуси и Европейского Союза. Так что общество на сегодняшний день разделено. И говорить о том, что сегодня это является для нас приоритетным, размещение контингента вооруженных сил России или введение единой валюты, не приходится. Для этого нет никакой общественно-социальной базы для принятия этих решений. Поэтому мы можем их рассматривать с точки зрения ущемления государственного суверенитета, независимости и нарушения действующей Конституции Республики Беларусь. Павел, ну вот вы сами сказали, что один из важнейших вопросов, как на это реагировать. Как? На мой взгляд, сегодня может быть поставлен вновь вопрос о вступлении в должность, инаугурации избранного руководителя Беларуси в результате выборов 9 августа Светланы Тихановской. Я считаю, что исходя из того, что она получила большинство голосов белорусов, исходя из того, что она признана многими иностранными государствами в качестве белорусского лидера, она может провести инаугурацию в качестве президента. Следующее — сформировать правительство Беларуси, потому что на сегодняшний день в Беларуси нет нелегитимной власти. Фактически мы говорим про falling state. Это разрушающееся государство, которое использует методы силы, насилия, полный правовой дефолт, не работают очень многие механизмы в государстве, уничтожено фактически решениями последними в апреле гражданское общество в Беларуси, когда за каждую критику власти ты можешь попасть в тюрьму, запрещаются массовые мероприятия. Исходя из этого, необходимо говорить о том, что необходимо создавать институты власти. Да, реальность функционирования в Беларуси будет ограничена, но это позволит нам, во-первых, взять под контроль всю внешнюю политику Беларуси, фактически заблокировать отношения режима с другим миром и добиваться того, чтобы власть Беларуси перешла именно президенту, избранному белорусским народом в ходе выборов 9 августа. В противном случае мы, к сожалению, будем иметь очень плохой сценарий развития событий, когда в перспективе Беларусь будет терять один за одним, шаг за шагом, и в результате полностью потеряет свою независимость, суверенитет. Если в настоящий момент мы на это не отреагируем, мы обречены идти этим сценарием. Это не соответствует интересам белорусского народа. Мы имеем право жить в независимом государстве, в суверенном государстве, поддерживая добрые, добрососедские отношения с важным для нас партнером Российской Федерации, добрые добрососедские отношения с Европейским Союзом и с другими государствами мира. Белорусы высказались за свою независимость. У нас есть своя конституция. Мы стремимся быть нейтральным государством, и для нас является это принципиально важным. Мы не должны быть заложниками одного узурпатора, который использует только насилие для того, чтобы обеспечить свою власть. Это Павел Латушко в эфире телеканала «Дождь». Павел, если позволите, вопрос такой более общий, что ли. Я помню, как на протяжении наших многочисленных бесед с вами и вашими коллегами в эфире телеканала «Дождь» на протяжении этих последних месяцев, собственно, с августа прошлого года, когда в Беларуси проходили выборы, мы, ведущие «Дождя», много раз и вам, и вашим коллегам задавали вопросы о роли России и о том, какую роль она может играть в урегулировании внутри белорусского политического кризиса.
И вы, и Светлана Тихановская, и также многие ваши коллеги говорили, что с Российской Федерацией вы пытаетесь договариваться, вы пытаетесь ее видеть в качестве посредника и в качестве медиатора. Однако мы все помним, что еще в августе Кремль и Владимир Путин, он это проговорил словами, впрямую поддержали Владимира Путина, Александра Лукашенко, прошу прощения, и даже речь шла о неком подготовленном резерве силовиков, который, как сообщалось, не был в Беларусь направлен, но, тем не менее, стоял, что называется, на низком старте. Сегодня, когда речь идет, что на этой встрече, которая запланирована после 17:00, может идти речь о сокращении белорусского суверенитета, как вы выражаетесь, нет ли у вас ощущения, что вы недооценили возможности Кремля или его позицию, или, напротив, переоценили, но, во всяком случае, не оценили здраво, что ли? Ну, во-первых, как вы знаете, я проповедую прагматичную политику, внешнюю политику, и мы всегда говорили о том, что мы не ставим во главу угла в качестве приоритета на сегодняшний день внешнеполитические вопросы. Мы исходили из статуса кво наших внешнеполитических отношений, сотрудничества с партнерами. Для нас главным являлось, ну и остается до сих пор, проблематика прав человека в Беларуси. Сегодня эту ситуацию можно оценить как ситуацию обманутых надежд, наверное, иллюзий, неисполненных иллюзий. Да, действительно, мы, может быть, имели определенные надежды на то, что все-таки здравый смысл в Москве возобладает, и руководство Российской Федерации даст очень четкую оценку убийствам, насилию, массовому насилию, пыткам, которые совершались и продолжаются совершать в Беларуси. Вот буквально последние дни в тюрьмах краской красят головы тем, кто выступал на протестных акциях. То есть это фактически фашизм, который существует в Беларуси. Мы имели иллюзию и надежды, не оправдавшиеся, на то, что руководство России даст соответствующую оценку этим действиям белорусских властей. Да, действительно, мы сегодня должны признать, что эти надежды не оправдались. Фактически осуществляются действия, направленные на более глубокие интервенцию, фактически вмешательство во внутренние дела Беларуси, когда уже сегодня речь идет об изъятии целых элементов суверенитета нашей страны. Я очень хотел бы ошибаться. Что то, о чем мы сегодня говорим с вами, не произойдет сегодня в Москве. Однако я ссылался на открытые источники информации, которые говорят об обратном. К сожалению, это неверная политика, потому что это в перспективе, в среднесрочной перспективе может привести к еще большему утрату доверия в белорусском обществе к руководству Российской Федерации и в целом к России. Для нас очень важна позиция и российского общества в этой ситуации. Действительно ли речь настолько важна для России проглотить Беларусь, поглотить ее суверенитет или иметь добрые, нормальные отношения с Республикой Беларусь? Я думаю, что именно это отвечает интересам прежде всего белорусов и россиян. Ну, мы в любом случае будем всегда к этому стремиться. Сегодня, к сожалению, это обманутые надежды. Посмотрим, но в любом случае мы не сдаемся. Я убежден, что белорусы должны высказать свое мнение, свой протест, свою четкую позицию на предмет тех решений, которые, возможно, сегодня будут приняты в Москве.